Проблема наркотической зависимости, в частности, противодействие злоупотреблению и незаконный оборот наркотических веществ, обсуждались сегодня в стенах городской администрации. Повестка заседания профильной комиссии включала широкий ряд вопросов, учитывающих опыт прошлых лет и комплекс актуальных в настоящий момент профилактических решений. Совещание проходило под председательством заместителя главы городской администрации по социальным вопросам Гузели Шимгуловой и собрало за круглым столом представителей всех профильных ведомств, ответственных за антинаркотическую профилактику в городском округе. Первый вопрос, включенный в повестку дня, касался исполнения плановых мероприятий, намеченных по итогам рабочих сессий антинаркотической комиссии прошлого года. Особое внимание в данной части уделялось профилактике наркомании в среде несовершеннолетних. Так, одним из успешно реализованных пунктов в текущем году стала организация заезда военно-патриотического лагеря «Юный спецназовец», ориентированного на подростков, оказавшихся в непростой жизненной ситуации. Я беру из повседневной жизни то, что у нас тут творится. Мать бежит к нам, ложится в стационар, говорит: о, через неделю муж возвращается, мне надо протрезветь. Вот. Это обыденное явление. У нас много таких, что ли? Очень много. Ну, очень вот мы много. об этом говорили раньше. Да, если попадает в наркологию, сообщать имеющих детей. Маму, вот папу. такие ситуации. Вот вы, как сказали, Вахтанг, это надо совсем. обратить внимание, и чтобы коллективы школ в этом плане не упускали. Нужно отработать момент, как очень болезненный вопрос. Следующим пунктом в повестке был заслушан доклад главных курирующих ведомств о мониторинге наркоситуации за 2018 год и о возможных мерах содействия, способных позитивно повлиять на текущие показатели. Было выявлено 6 очагов дикорастущих конопляных наркосодержащих растений. По всем очагам были вынесены предписания, землевладельцам они вручены. По данным предписаниям по 4 исполнили в указанный срок, а по 2 были составлены административные протоколы. Также в рамках операции МАП у нас было выявлено 19 правонарушений административных, 16 лет были привлечены к административной ответственности, на них составлено 19 протоколов. Что касается уголовных дел, то всего было выявлено в рамках операции 9 уголовных дел, из которых 3 за хранение, 4 за сбыт и одна организация наркопритона. И на этой неделе мы еще возбудили сбыт сильнодействующего вещества, о чем мы говорили на прошлом заседании. Это за сбыт трамадола мы человека задержали, материал наработали, и вот на этой неделе мы возбудили уголовное дело в отношении данного лица. Средний возраст больных наркомании составляет 29-39 лет, так оно и остается. В подростковом наркологическом кабинете в группе риска потребителей спиртных напитков у нас в настоящее время состоит 1 человек, в группе риска потребителей наркотических веществ 2. Если в прошлом году было 4, то в этом году как бы уменьшение идет. В числе последовавших решений была озвучена необходимость упрочить межведомственную связь по вопросам учета лиц, попадающих в зону риска, и ряд других превентивных мероприятий, нацеленных на профилактику проблемы в городском округе. В итоговой части членами комиссии был утвержден комплексный план реализации стратегии государственной антинаркотической политики РФ на территории городского округа на 2019 год. Ринат Музафаров, Радмир Сингулов, Любовь Карпова, телекомпания СТВ. Ни для кого не секрет, что в Россию прибыла частица святых мощей Спиридона Тремифунского, которая прибыла из Греции, с острова Корфу. К этому великому святителю, он современник святителя Николая Мирликийского чудотворца,
приходят люди помолиться в разрешении различных спорных ситуаций, также в разрешении финансовых проблем. И вот в наш храм, храм Отрады и Утешения города Сибая, прибывает икона с частицы покрова от святых мощей Спиридона Тремифутского. Прибывает она в субботу в 5 часов. Каждый житель и гости города Сибая могут прийти и помолиться, приложиться к этому удивительному угоднику. Икона у нас пробудет в храме 2 недели до покрова, до 14 октября будет находиться в нашем храме. На днях в Сибае прошел 6-й межрегиональный конкурс исполнителей «Мунажат». Конкурс проводился в целях сохранения редкого жанра народной культуры, национальных обычаев и традиций башкирского народа. Мунажат – один из древнейших и популярных лирических жанров башкирского музыкально-поэтического фольклора. В переводе с арабского языка мунажат означает разговор с самим собой, обращение, молитва. Эти вокально интонированные тексты стихи пронизаны религиозно-философскими размышлениями о вере, смысле и тайнах человеческого бытия, о взаимоотношениях родителей и детей, о родной земле и долге. Они носят лирико-исповедальный и дидактический характер. Бытующие в письменной и устной форме мунажаты отражают миропонимание и мироотношения человека. Такая фольклорная разновидность продолжает активно твориться и исполняться, в основном женщинами зрелого возраста. Выступление исполнителей мунажат оценивало компетентное жюри, в состав которого вошли известные сказители, деятели культуры и образования республики. Шестой межрегиональный конкурс исполнителей мунажат проводился в 3 номинациях: исполнение мунажата, насихата и стихотворных сур из Корана в обработке Маулита Ямалетдинова. В настоящее время я изучаю мунажат. Это очень такое интересное произведение. И вот я, например, сама сочинила мунажат Агайнайдар и мунажат насихат. И я выучила наизусть 83 стихотворения произведения Маулита Ямалетдинова. Кстати, Зубайда Калямова стала победителем в номинации «Мунажат» среди сольных исполнителей. В конкурсе приняли участие исполнители не только с районов республики, но и ближайших областей. По итогам конкурса гран-при достался фольклорному ансамблю Сибайского колледжа искусств. Победителем в номинации «Сура» стал ансамбль «Езгуль» из Баймакского района. В номинации «Насихат» первое место у Сибайского народного фольклорного ансамбля «Янгузей». В номинации «Мунажат» фаворитом оказались фольклорная группа «Юлдаш» Саренбургской области. Вторые и третьи места по 3 номинациям достались творческим коллективам из городов Сибай и Магнитогорск, а также Учелинского, Туймазинского, Абзелиловского и Белорецкого районов. Екатерина Марочкина, Айгуль Хамитова, Константин Малейкин, Гульгина Раскельцина, телекомпания СТВ.